В честь своего 105-летия Чувашский драмтеатр сегодня запускает проект «Неделя лучших спектаклей». До 26 января на сцене представят 7 культовых постановок. Это недавние премьеры и самые яркие спектакли различного жанра по пьесам чувашских и русских классиков. Подробности в сюжете Леонида Петрова. Чувашский драматический театр имени Константина Иванова по праву можно назвать одним из старейших национальных театров России, хранителем культурного наследия народа. И это его приоритетная задача. Тем не менее, здесь стараются идти в ногу со временем. Поэтому для нового проекта спектакли выбирали тщательно. Было рассмотрено более 30 постановок из нынешнего репертуара. Остановились на 7. Зрителям предложат отправиться в путешествие во времени. Их погрузят в пушкинскую эпоху, расскажут, как жил чувашский народ до революции и в годы Великой Отечественной войны. Ну, вот такие спектакли, как «Ялда» Федора Павлова в деревне, где уже около 15 лет мы играем бессменно, уже второй состав исполнителей. Где бы ни играли, всегда пользуются огромнейшим успехом. Не случайно сюда включены Островский, Пушкин. Островский – это как бы наш автор. С Островского «Не так живи, как хочется» начался Чувашский театр. Пушкин – это наше все, как говорится. А про Бичурина, конечно, очень полезно знать молодежи и вообще людям нашего чувашскому зрителю. Сегодня, например, в театре представят спектакль «Угаснет свет, а ты гори». Это работа народной артистки Чувашии Натальи Сергеевой, раскрывающая страницы биографии всемирно известного ученого-китаеведа Никиты Бичурина. Постановка в прошлом году была признана лучшей на республиканском конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». На следующий день покажут инсценировку Сергея Павлова по произведению писательницы Юлии Николаевой «Счастье горькое», посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. О горькой и драматичной судьбе автора бессмертной поэмы «Нарспи» расскажет в постановке Константин Иванов. В этом спектакле актеры театра также воплотят образы великого чувашского просветителя Ивана Яковлева, основателя чувашской профессиональной музыки и драматурга Федора Павлова и основоположника чувашского театра и кино Иоакима Максимова-Кошкинского. То есть, когда я играю, например, Иван Яковлевич Яковлев, это вообще совсем другое, потому что когда я первый раз мне дали эту роль, мне было 27 лет. Представьте, 27-летний парень должен играть 70-летнего мудрого, умного старика. Я очень долго мучился, но любые мучения, они какой-то свой результат в конце дают. Апофеозом станет праздничный вечер. Он состоится 27 января в 17 часов. Подробнее ознакомиться с проектом «Неделя лучших спектаклей» зрители могут на сайте Чувашского драмтеатра. Леонид Петров, Вести, Чувашия.